На прошлой неделе неизвестные убили 7 жителей в поселке совхоза номер 3 под Грозным. И все стороны назвали это провокацией с целью сорвать мирные переговоры. Следствие ведет совместная бригада чеченская, русская. Виновных пока не нашли. Из Грозного вернулся Кирилл Белянинов и Сергей Куракин. Переговоры в Грозном обычно начинаются часов в 9. Схема давно известна до мелочей. Первым приедет прокурор Чечни Имаев. Потом Вольский. Последним обычно появляется начальник чеченского генштаба Масхадов. Он живет в соседнем доме. Охранники, и российские, и чеченские, давно знают друг друга в лицо. Некоторые здороваются. Какие ощущения вообще? Помогут эти переговоры? Не помогут кому-нибудь? Кому-нибудь? Им помогут. Им они уже, по-моему, помогли. Да. Уже отдых дали. Почему? Смогли перегруппироваться. Более-менее отдохнуть смогли. Закупили еще партию оружия, завезли, пока все эти дела. Все. А вам? Она? Ничего не знаю. Есть силы, которые, в общем, заинтересованы, чтобы ход событий переговоров изменился, и фактически, чтобы переговоры были прерваны. Почти вся семья Чепановых была расстреляна ранним утром 7 июля в собственном доме, в совхозе номер 3 под Грозным. Мы 4 месяца были там, в бегах были, приехали домой. Всегда я говорила, закрывай ворота, закрывай двери. Он смеялся и говорил, а чего бояться, уже все страшное уже позади. Я была с матерью в больнице, она прооперирована. Мне пришли, сказали, что муж раненый. Я думала, что он очень много случаев, что БТРы, что задавила машину. Столкнулись они. Я так и подумала. Таких случаев очень много сейчас у нас в городе. Меня привезли. Я так и подумала. Я когда зашла, рядом с отцом был старший сын. Ему 12 лет. Я кинулась к нему. Тоже не было его. Потом я посмотрела в другую комнату. Думаю, мне же еще, где же они? Не может быть, что никого нет. Кинулась туда. Хусейна тоже не было, ему 10 лет. Я его схватила, но он тоже был холодный уже. Потом думаю, девочка же, наверное, она все-таки жива. Побежала к кроватке. Схватила ее, но ее уже тоже не было. Потом я вспомнила за брата двоюродного. Господи, но он тоже здесь же был. Он спал в крайней комнате. Старший сын тоже с ним был. Побежала туда, и его тоже нету. Потом мне сказали, что нету и свекра. Туда побежали, тоже его. Это было очень уже страшно было видеть все. Думаю, за что же, за что такое? Это вообще слов нет. Чтобы была хоть какая-нибудь причина была бы. Они послали БТР, спустились сюда, шли. Они постучались сюда, к Николаю Будянскому, сюда, прошли, открыто наткнулись в эту дверь. И зашли, они всех перестреляли. И Виктор, говорит, назвали, Виктор и кто-то так, как это, все нормально, удачно, фонтаном кровь полилась. Они высказались. Когда я это увидал всех, старший, когда понял, что они все мертвые, я кинулся к люльке. Думаю, хоть одна осталась. Сын убил вот такой дышку. Вот так
такой идет бедный сын. Еще мне бедный, дома пропал, Джонов. Бедный человек, сюда, хороший сын. Убили. Зачем убили? 6 человек, один хоронили, один день, что делает? Бедные люди, что делают? Украл нет, ничего нет, бендет нет. Зачем люди? Я чагу не убил. Меня бедный человек, старый человек. Зачем?